За прошедшие сутки в Кыргызстане от COVID-19 скончались еще 2 человека. По словам Нурболота Усинбаева, одна из них, женщина 1938 года рождения, проходила лечение в Национальном центре фтизиатрии. А второй жертвой оказалась женщина 1986 года рождения, которая находилась в областной больнице в Аше. Обе женщины были контактными лицами, и у обеих имелись сопутствующие заболевания. Долгие годы она страдала сахарным диабетом и гипертонией. И при поступлении в больницу состояние было тяжелое. Постепенно полиорганные поражения проявились, и несмотря на лечебные и реанимационные мероприятия, эта больная она умерла. Второй случай зарегистрирован в Волжской областной больнице. У нее проявилась двухсторонняя пневмония, острый респираторный синдром, дыхательная недостаточность. На утро 5 июня выявлено 37 новых случаев COVID-19. В Бишкеке выявлено 14 случаев, в Чуйской области 7, в городе Ош 1, в Волжской области 5, Иссык-Кульской 3, Нарынской 6 и в Баткенской области 1 новый подтвержденный случай. Таким образом, на сегодняшний день в Кыргызстане зарегистрировано 1936 случаев заражения коронавирусной инфекцией. В стационарах находятся 574 пациента, из них 9 в тяжелом состоянии, в реанимации 3, в 84 состоянии средней тяжести и в удовлетворительном состоянии 478 человек. По стране в обсервации находятся 2132 человека. Летальных исходов с диагнозом COVID-19 – 22. Тем временем из больниц выписались 48 пациентов. В Бишкеке 7, в городе Ош 9, в Волжской области 2, в Джалалабадской 1 и в Нарынской области выписаны 29 человек. Всего по стране от COVID-19 вылечились 1340 пациентов. Мы не можем добиться снижения количества новых случаев из-за растущего числа контактных лиц, сказал Усинбаев. Их количество на сегодняшний день выросло до 8046. Чтобы выявить людей, у которых есть симптомы и которые могли быть в контакте с заболевшими коронавирусом, медработники проводят подворовой обход. На сегодня методом опроса проверили 10 тысяч человек. Другой вопрос, когда нет симптомов, но человек болеет. Около 70% протекает бессимптомно, и иногда возникают вопросы, а зачем их держать в больнице, зачем их изолировать и так далее. Это самый опасный здесь фактор, потому что бессимптомное носительство или бессимптомное течение, вот эти лица являются очень источниками инфекции и представляет опасность для очень многих людей. Минздрав совместно с другими соответствующими органами и ведомствами продолжает профилактические и противоэпидемические мероприятия. Разрабатываются алгоритмы действий для возобновляющих работу организаций. Так, одним из главных требований руководителей работающих предприятий или организаций является соблюдение правил ношения масок среди сотрудников. На сегодня ношение масок является обязательным требованием для всех граждан, потому что это в большинстве случаев помогает не распространять болезнь. Я бы призвал граждан соблюдать правила и носить маски. Со стороны соответствующих органов мониторинг будет продолжен. Ежедневная статистика говорит нам о том, что на сегодняшний день эпидобстановка в стране все еще неблагополучная. Сейчас цель каждого из нас – сохранить обстановку стабильной, не допустить новых очагов и вспышек. Поэтому от всех и каждого сегодня, как никогда, требуется предельная ответственность и дисциплина в выполнении санитарно-гигиенических правил. Бегаим Бегалиева, Синтура Быкеев, Ала-То 24.